Сегодня в районном доме культуры подвели итоги социально-экономического развития Канашского района за 2022 год и поставили задачи на 2023 год. Первым пунктом остановки стал Парк Победы села Шахазана, где совместно с учащимися школы прошла церемония возложения цветов. Следующим пунктом посещения стал строящийся объект здания поликлиники. В Канашском муниципальном округе в селе Шахазаны по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Чувашской республике» идет строительство нового здания поликлиники Канашская центральная районная больница имени Григорьева. В совещании приняли участие Сергей Николаевич Михайлов, глава Канашского муниципального округа. Добрый день, уважаемый Юрий Викторович, Петр Степанович, Сергей Александрович, дорогие ветераны, депутаты, приглашенные. Наступил очередной день, в котором мы подводим итоги нашей работы, рассказываем о успехах, достижениях, но в то же время определяем направление дальнейшего движения и обозначим новые ориентиры на ближайшую перспективу. Прошедший год президентом России Владимиром Владимировичем Путиным был объявлен годом культуры наследия народов России, а в Чувашской республике главой республики Олегом Алексеевичем Николаевым годом выдающихся земляков. Для Канашского района ушедший год был юбилейным. Мы отметили 95-летие со дня образования нашего любимого района. Все проведенные мероприятия – это результат нашей совместной работы депутатов, жителей, трудовых коллективов. Краснов Петр Степанович, депутат Государственного совета Чувашской республики. Ветеран Зем, я уважал Зем, тогда Птикизем, школьник сын. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. На самом деле доклад очень насыщенный, на мой взгляд, содержательный, получился у Сергея Николаевича. По сути, он обо всем и все почти рассказал, включая экономику, финансы и социальную социокультурную сферу. Что хочется добавить? На самом деле, все время приходится в основном говорить о экономике, конечно, о финансах, поскольку это основа жизнедеятельности, функционирования республики, района, сегодня муниципального нашего родного округа. Очень даже, на мой взгляд, неплохие показатели были достигнуты в 2022 году Канашским округом, муниципальным округом, районом. Если даже взять валовый сбор зерновых, о которых сегодня мы много говорим, и на самом деле справедливо, потому что давно уже было, раньше где-то миллион, больше свыше миллиона тонн зерна республика собрала в 2022 году, это много. И один из лучших показателей, вернее второй после Янческого района, это Канашский муниципальный округ по валовому сбору зерна. Это здорово, это хорошо. Тут Валерий Васильевич залыбался, ветеран наш, активист, мы с ним много лет знакомы. И далеки были от этих показателей. Что там об этом говорить сейчас? И даже по урожайности, в принципе, тоже очень даже неплохая урожайность. Я бы сказал, хорошая урожайность. Опять-таки в сравнении и по сравнению, и по урожайности, на мой взгляд, мы немного уступили нескольким муниципалитетам, это Алатырскому району, Янческому району и Цивильскому. В итоге это на 4-м месте по урожайности, 4-5 мы находимся в республике. Это здорово, это среди 21 сельского района. Такая культура, которая возделывается далеко не во всех районах, культивируется не везде, это картофель. Даже по картофелю, хотя у нас есть такие картофелеводческие, можно сказать, целые районы, Батовецкий, Комсомольский, Янчский, там-то и посевных площадей там сажают где-то на 700 гектаров около, пусть у нас немного меньше, около 150, но по урожайности картофеля даже, мы находимся в первой пятерке, первой шестерке Чувашской республики. Это тоже очень хороший показатель. Из этих и складывается, собственно, критериев вся экономика и финансовая система района. Сергей Николаевич уже сказал, что перевыполнены плановые бюджетные назначения. Что это значит? Это значит, что республика спустила план, Министерство финансов спустило определенную цифру,
по собственным доходам. И мы даже этот план, в общем-то, перевыполнили. Очень хорошие показатели, вернее, 112% по налоговым только поступлениям, выше, чем в 2022 году, чем по сравнению с 2021 годом. Это неплохой показатель. Это говорит о том, что экономика развивается. Это говорит о том, что все-таки финансовая система работает. Ну и в целом, как это все удается реализации в социальной сфере, значит, мы достаточно грамотно управляем общественными финансами. Орлашкин Юрий Викторович, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, после Петра Степановича очень тяжело говорить, он как бы все основательно и доточно как рассказал. Ну, зато они депутаты, наши народные избранники. Я, наверное, коротко тоже остановлюсь на некоторых аспектах. Да, сегодня подводим итоги социально-экономического развития Канашского муниципального округа за прошлый год. Сергей Николаевич рассказал, в принципе, весь аспект, то, что было сделано, все в цифрах, и вы сами видите, наверное, вы даже больше ощущаете здесь, на земле. Мы-то видим цифры, да. Я приезжаю, когда я везде не бываю, я в отдельных населенных пунктах бываю. А вы здесь живете, вы это видите, да, действительно, ремонтируются школы, строятся спортивные залы, ФАПы открываются, поликлиники строятся. Даже дороги делаются. Канашский муниципальный округ богат достопримечательностями, однако главное богатство нашего округа – это добрые, искренние, талантливые люди, всей правдой болеющие за свое дело, за свою родину. Как и в любом другом округе, среди наших земляков есть тоже много известных руководителей, талантливых художников, поэтов, врачей, военных, спортсменов, педагогов, воспитателей и просто замечательных людей. И все они гордятся тем, что родились и выросли в Канашском муниципальном округе. По доброй, уже сложившейся традиции, в церемонии награждения победителей конкурса «Лучший по профессии-2022» лучшими признаны 20 жителей Канашского муниципального округа. Вот лишь некоторые из них. Степанова Анастасия Валерьевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чагайская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Викторовича Серова. Яшкова Евгения Ивановна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вутабинская средняя общеобразовательная школа Канашского муниципального округа Чувашской Республики. Награжденные, просим вас фотографироваться на память. Социальной защиты Чувашской Республики в номинации «Лучший работник социальной сферы». Алексеева Татьяна Валерьевна, заместитель начальника отдела сельского хозяйства, экономики и инвестиционной Васильевна, бригадир полеводческой бригады «Путь Ленина» в номинации «Лучший работник растениеводства». Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства в номинации «Лучший фермер». Лучший строитель. Петров Георгий Геннадьевич, водитель специальной техники «Транспортник» в номинации «Лучший работник дорожного хозяйства». Васильева Светлана Станиславовна, директор Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая Федоровича Гаврилова в номинации «Лучший работник образования». Номинация «Лучший муниципальный служащий».
главного канашского Пахомов Сергея Ивановича делами несовершеннолетних по Канашскому муниципальному округу в номинации «Лучший участковый». Дорогие друзья! Подводя итоги совещания, глава администрации округа поблагодарил всех земляков за огромную совместную работу. В сказанном он отметил то, что было сделано очень много, но и впереди немало важных дел, направленных на благо нашего округа и его жителей. О перспективах дальнейшего развития округа особо отметил в своем выступлении депутат Государственного совета Чувашской республики Краснов Петр Степанович. Выступающим были заданы вопросы сегодняшнего дня, которые интересуют жителей округа по дальнейшему развитию инфраструктуры, в основном вопросы благоустройства земельных долей и строительства дорог. Я уже сказал, есть надежда, поскольку вот в 2022 году на 38% произошел рост инвестиций в основной капитал, то же самое должно происходить в муниципальных округах. Другого варианта нет. Понимаете, других вариантов нет. Если не будет рабочих мест, то, естественно, молодежь не будет задерживаться. Вот. Только так могу сказать. Есть надежда, что поправится ситуация, если мы вот те проекты, которые защищал Канашский муниципальный округ, как можно быстрее начнем реализовывать и так далее, и так далее. Другого пути нет. Это экономика, это финансы, это новые рабочие места. А социальная сфера, врачи, учителя, они ведь тоже привязаны. Мужья, жены, семьи, дети и так далее, и так далее. Ну, для детей-то вот в последние годы на самом деле много чего сделано. Если даже вспомнить наш район, да, то вспомните 2012 года фельдшерско-акушерских пунктов у нас в районе. Где-то 30, там сколько получилось уже, да? 34, Сергей Александрович. 34 будет, да, с учетом этого года. А уже 38 будет. Реально счет потеряли, простите, конечно. Да? Значит, вот тут спортивный зал. Начинали со средних образовательных школ. Сейчас основные школы пошли. Это ремонт спортивных залов 2014 года. Сколько? Почти везде. Почти. Ну, по домам культуры я даже говорить не буду. Один из лучших показателей и наибольшее, наверное, количество средств у нас в последние годы. Ну, это хорошо, для нас хорошо. Все-таки вложено, мне кажется, среди муниципалитетов именно в Канашский район. Вот это все в комплексе. Если это все будет, и будем мы продолжать, то, я надеюсь, все у нас получится. Людмила Матвеева, Галина Семенова. Районный дом культуры села Шихазаны.